При нормальной работоспособности этого завода его мощность позволила бы производить порядка 10 тысяч вот таких вот светильников светодиодного освещения, что дало возможность выйти на рынок Северного Кавказа. Запущенное в 2016 году производство светодиодной продукции предполагало создание 700 рабочих мест, выпуск 300 тысяч светодиодных светильников и 400 тысяч филаментных ламп, а также оптических модулей. Всего в период с августа 2017 года до мая 2019 года было изготовлено всего 8 тысяч светильников. Цена за штуку варьировалась от 1500 до 2200 рублей. Дальше по разным причинам завод прекратил функционировать и по сей день находится в состоянии простоя. На момент ввода в эксплуатацию цена оборудования составляла 800 миллионов рублей, а стоимость самого промышленного объекта была в 1,5 раза больше. Затратная стоимость данного объекта составляет 1 миллиард 250 миллионов рублей. Затрачено, конечно, много, но и требуется достаточно большая сумма оборотных средств для того, чтобы мы могли его запустить на хорошем уровне. 2 года назад завод планировалось передать холдингу «Швабе», который входит в государственную корпорацию «Ростех». Однако окончательной договоренности не было достигнуто, и предприятие пришлось законсервировать. На этой неделе на завод прибыла рабочая группа в составе представителей Министерства имущественных и земельных отношений Республики и Министерства строительства и ЖКХ. После объявления этого объекта банкротом стал вопрос о смене собственника, и в данный момент вновь ведутся переговоры с госкорпорацией «Ростех», чьим представителем на территории Ингушетии является АО «Технопарк Сердало». Процесс производства продукции был приостановлен в связи с отсутствием финансирования, то есть оборотных средств. И на сегодняшний день завод у нас не работает. Но вместе с тем идет процедура передачи данного завода Ростеху. То есть мы надеемся до конца года завершить мероприятие по передаче акций Ростеху. Запуск завода – это всегда торжество инвестиционной политики и стратегии развития региона. Но не в этом случае. Состояние объекта снаружи и внутри создает впечатление, что он только что построен. Готовность предприятия производить высококачественные светильники, дающие максимальную освещенность, подразумевала гарантию качества до 3 лет. Но по факту этот объект промышленности не проработал и 2 лет. За все время функционирования было изготовлено 300 штук филаментных ламп, и те не были реализованы, а лишь послужили опытными образцами. Это заключительная часть производства ламп светодиодного накаливания. Здесь их последний раз проверяют перед тем, как отправить потребителю. Но по состоянию оборудования можно сделать вывод, что здесь ни одна лампа так и не была проверена. Жители Ингушетии связывают большие надежды с возобновлением работы завода светодиодных ламп. Ведь на таком большом промышленном объекте будут необходимы десятки рабочих профессий. А для самой республики это дополнительное поступление в региональный бюджет. Харон Аздоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.